Сергея Пучкова убрали с поста тренера молодежной сборной Ю-20. Думаю, это вполне логично. Хочу немного разобрать ситуацию и сказать пару слов об интервью Бекназа Алмазбекова. Мы покинули турнир чемпионата Азии Ю-20, не выходя из группы. Мы ушли с худшими показателями. За 3 матча пропустили 14 голов. Ни одна другая команда не пропустила столько. При этом нельзя сказать, что наши ребята не умеют играть в футбол. В отдельных эпизодах они проявляли себя достойно. Не боялись идти в дриблинг, показывали смелость, старались играть активно. У нас есть талантливые ребята, но их потенциал не был использован должным образом. Грамотная тактическая схема, учитывая сильные и слабые стороны команды, могли бы принести лучший результат. У тренера на это было время, так как сборы длились 2 месяца. Второй момент: наш тренер не стал менять тактику после первого провального матча против Австралии. Наша команда продолжала играть в том же стиле, торопились, суета, высокий прессинг, которым соперник легко пользовались. Сложилось впечатление, что ребята вышли на товарищеский матч, а не на чемпионат Азии. Почему не сыграть аккуратнее? Почему не выждать ошибки соперника, не использовать стандарты и позиционные атаки? И тут нельзя не вспомнить Мирлана Шенова. Многие считают, что его надо было оставить на посту главного тренера, и с этим я полностью согласен. Да, нет гарантии, что мы бы вышли из группы, но команда точно выглядела бы достойнее с Мирланом Шеновым. Мы знаем, на что он способен. Вспомним турнир Гранаткина, где под его руководством молодежная сборная обыграла Россию, демонстрируя красивый, грамотный футбол. Еще одна серьезная проблема – умение распределять силы. К 80-й минуте игроки выдыхались, теряли концентрацию и не могли поддерживать высокий темп. Как следствие, большое количество желтых и красных карточек. Это еще один тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание. Этот турнир не просто неудача, это серьезный повод задуматься. Надеемся, что руководство футбола сделает правильные выводы и начнет работать над исправлением ошибок. Интервью Бекназа Алмазбекова получилось очень эмоциональным. Было видно, что ему стыдно, и одновременно он в шоке от того, что наша команда не смогла ничего показать. Огромное спасибо Бекназу за честность. Он не побоялся сказать все как есть. Надеюсь, у него не будет проблем из-за этого со стороны руководства футбола. В любом случае, мы любим наш футбол, независимо от результата, мы готовы поддерживать его дальше. Внимание к футболу есть, финансирование тоже, и я уверен, что со временем все изменится и в лучшую сторону. Нам остается верить и поддерживать. Друзья, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами.